Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что скажут тебе карты? Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео, как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Гадать сегодня мы будем на двух данных колодах, которые вы сейчас видите на экране. Это первая колода. И это вторая колода. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. И мы начинаем. Кто вы, кто пришел на расклад? Ваша характеристика. Женщина такая с напором. Отстаивает свое, никому лишнего не даст. И здесь показывают страстную такую натуру. Женщина, которая может удивлять, женщина, которая непредсказуемая, женщина, которая имеет место быть, сжигает за собой мосты, не повторяет каких-то ошибок, учится на своих ошибках, очень активная. Не останавливайтесь, когда есть перед вами цель. Семейные люди. Вы находитесь в семье, возможно, даже и при муже. Здесь момент копите на что-то или же все сосредотачиваете в семью. Здесь может быть так, что вы у себя держите определенно какой-то свой капитал. В плане того, что вы имеете свое, это ваше. А то, что мужа, это общее. Здесь еще может проходить информация о каких-то правильных ваших целях. Всегда идете до победного, никогда не останавливайтесь ни перед чем. Не обращайте внимания на всякие пустые слова, сплетни. Возможно, даже кто вам ставит подножку, вы отряхаетесь и идете вперед. Не верите никому, не доверяйте. Можете манипулировать, уметь манипулировать ситуацией, людьми вообще в целом. Да, все поставить так, как нужно вам. Но это не говорит о том, что манипулировать именно во вред кому-то, во благо себе, но не является здесь во вред кому-то. Скорее всего, вы мало с кем общаетесь, подпускаете только избранных или только тех, кто показал себя с лучшей стороны в вашу сторону. Но вы знаете, момент накопительства здесь может быть, момент сосредоточения именно финансов в кубышку, домашнюю кубышку, да, все в дом. Момент того, что вы склонны к... Вы не хотите маленькие деньги, вы хотите большие деньги. Может быть, злитесь, что не получается, или недовольны на сегодняшний день именно финансами. Хотелось бы вам больше. Здесь еще, может быть, идете к цели касаемо каких-то денег, финансов, заработков. Здесь вы скорее тоже работаете, зарабатываете, откладываете или же не даете никому. Отстаиваете свои интересы, закрываете. Знаете, вы то, что находится в вашей семье, информацию, все это вы никуда не передаете, не рассказываете. Сохраняйте какую-то тишину, потому что никому не доверяете, и вы не уверены в людях окружающих. Даже может быть и подруга, но все равно вы как-то не особо полностью раскрываете душу. Вы не верите скорее, да, или старайтесь, полагайтесь на скорее то, что есть у вас оно, и ладно, да, никому об этом рассказывать не буду, потому что если я об этом кому-то расскажу, могут сглазить, или же могут найти какие-то слабые стороны, а потом делать больно, например. Тут может человек быть собственник, или же человек, который склонен защищать, опять показывать свое материальное, никому не дать, особенно мужчине.
Чувственная вы очень, да, опять говорю, страстная, активная. Иногда бывает, торопитесь очень много, быстро, все быстро. Это с детства идет, да, вас кто-то торопил в детстве. Здесь человек, который, возможно, часто посещает святые места. Также здесь человек, который склонен к путешествиям, может быть, или к чему-то новому. Вы уже, знаете, не удивляетесь, когда перед вами предстает что-то новое совершенно. Бывает, люди боятся выходить из зоны комфорта, вы же нет. Вы, а почему бы не рискнуть? Дай попробую. Да, а вдруг там есть шанс лучше. На сегодняшний день устали от чего-то, возможно, от каких-то чувств и эмоций. Или здесь переполнение каких-то, может, даже и негативных эмоций быть. Знаете, выгорание момент может быть. Вы собираетесь куда-то уходить, ехать, отправляться, может быть, кто-то в дальнюю поездку. Здесь вы чувствуете, что сбудется ваша какая-то заветная мечта. Это может касаться мечта работы, денег, финансов или же улучшения финансового состояния в целом. Обижаетесь на что-то, что что-то не получается у вас. Хотелось бы лучше. Вы себя цените, не даете себя в обиду. А женщина, которая в основном склонна к каким-то приключениям, может быть, да, или к чему-то новому. Но опять говорю, не боитесь вы. И вы вот все же, многие бы не рискнули, а вы вот когда рискуете, вы получаете. Вот так. Кто не рискует, как говорится, тот не пьет шампанского. Вы человек, который склонный, опять говорю, к накопительству, к заработкам каким-то. Стремитесь к какому-то изобилию по императрице. Красивая очень. И вот знаете, вы женщина, скорее всего, такая универсал. У вас 4 стихии. Вы женщина скорее яркая, заметная и в первую очередь ресурсная. Но в то же время мудрая. Можете быть закрытая. Да, кстати, вы еще можете не подпускать к себе мужчин. Вот что касается знакомств, да, вы можете на сегодняшний день неохотно так на это идти. Насчет чувств есть какие-то разочарования все же у вас, да, как-то или не те, или младшие, или неуверенные какие-то, незрелые партнеры. Да, момент солнца, радости. Вы идете к какой-то радости, ждут вас приятные, счастливые какие-то новости. Так, что еще могут сказать карты? Если с вами резонирует портрет, смотрим дальше. Что вам скажут карты? Оставляйте в прошлом старое, выкидываете старые вещи какие-то, уборка генеральная. Или вот что-то наводите, какой-то такой генеральный, конкретный порядок в чем-то. В делах, в работе, может быть, даже в семье, в доме. Здесь показывают новая идея, новое решение какое-то придет. В поездке, в дороге, в пути или куда-то вы соберетесь ехать, и придет какая-то новая идея. Эта идея касается вашего прошлого как-то. Может, даже детей, образования или же, да, новых каких-то мудрых идей касаемо каких-то дорог, путей или проектов, чего-то нового. Захлестнет вас какая-то волна, именно это касается ностальгии, это касается отношений, это касается анализа каких-то отношений. В целом вообще человек вы такой разборчивый в отношениях, можете дать кому-то отдельный совет. Наслушались вы психологов и мудрецов, коучей, да, именно психология, здесь может быть тарология, нумерология, что угодно. Наслушались вы разных ситуаций в этой жизни. Сейчас можете обращаться, может быть, знаете, вот как-то именно по справедливости мудро. С людьми вообще в целом, неважно, кто это, подруга или любимый человек, может, бывший любимый и так далее. Старайтесь держать марку, старайтесь не упасть в грязь носом
И вы знаете, многое что вы от толпы скрываете, или от общества, или от коллектива. Может, даже иногда бывает привираете, дабы не узнали правду, иначе могут в чем-то раскусить и сделать больно. Да, даже вот просто вот вы пойдете на свидание, но вы не будете рассказывать всю свою подноготную, да, там в жизни, вплоть до деталей. Нет, нет. Вы понимаете, что о себе нужно кратко говорить, но больше слушать. Момент идет какого-то разочарования, опять говорю, по сердцу, по любви. Не везет вам в чем-то, вот как вы можете думать, или же попадаются не те. Да, есть какое-то даже уныние, или же, может, потеряли веру, что кто-то будет лучше, или что вообще такое существует, или такие люди существуют, да. Определенно есть у вас какой-то портрет, но вы не можете, может, найти такого именно. У вас постоянно вот да, что-то... Бывает даже вот начинаются отношения, но у вас уже, может быть, навевают какие-то мысли, что, например, человек может изменить, человек может уйти, или когда я буду в возрасте, в пожилом возрасте, кто мне принесет воды, да, или же думаете о том, о старости, например, с кем я проведу старость, или до конца жизни, с кем я буду. Доливают здесь люди, которые жадные тоже на эмоции. Вы можете быть жадные на эмоции, и люди такие же. Вы не хотите делиться, вы не хотите обжечься, вы не хотите потом да, подозревать что-то, ходить, думать. Вот, может быть, даже отказываетесь вообще от каких-то знакомств, в целом от новых. Потому что, понимаете, одно, что не знаешь, какой это человек, да, изучать уже не хочется никого. То есть ты не понимаешь, какой это может быть человек, да, может быть, опасаетесь кого-то или вообще людей в целом, знакомства новые опасаетесь. Тут, может быть, женщина даже боится пойти на свидание, черт знает, да, какой там попадется. Или вообще в целом общаться с мужчинами, может быть. Сомнения могут быть. Так, думаете, вы будете думать о дороге, о мужчине, может, даже и о свадьбе. Здесь показывают, через мужчину падает работа или новая перспектива. Здесь может быть просто, да, не то, что мужчина по любви, а именно касается, что будет разговор с человеком, через который даст, может, дельный совет или куда-то вас направит. Да, это может быть даже вот как-то немного вот как сказать, такими сложными путями, но вы не конкретно, да, что он пришел вас и куда-то направил. Человек, например, скажет, что вот там лучшее в мире мороженое. Вы туда пойдете, да, а вот заговоритесь, может быть, там, кто знает. И вот как раз-таки, если бы он не сказал, что там вкусное мороженое, вы бы там не познакомились с кем-то туда. Да, там, с руководителем, например, этого заведения, а дальше бы человек вас пригласил на работу, а дальше вот больше, да, вот перспективы, момент перспектив роста какого-то здесь через мужчину может быть, но вот как-то косвенно немного эта ситуация, то есть не прямо подведет, иди туда, да, и вот получишь что, а вот как-то косвенно на что-то вас подведет. Это разные могут быть ситуации, но здесь заканчивается все, как говорится, деньгами, получением каких-то денег. Сложный может быть путь или долгий путь. Да? Вот сначала непонятный, запутанный, но в итоге вы разберетесь потом, в конце-то концов, к чему-то это все было, или встреча, или знакомство, может быть, с этим мужчиной. Да, это будет касаться как-то ваших финансов. Причем здесь момент, я говорю, каких-то перспектив. Это не будет быстро, это скорее вот так вот постепенно, но к этому идет. Так, дальше знакомство или общение с человеком, который будет вот как-то пытаться заигрывать с вами, тем самым манипулируя еще. Слушайте, здесь человек, который вам знаком. Вы знаете человека, и здесь, знаете, очень некрасивые карты выходят. Дьявол, маг и тайная жрица, в первую очередь, как будто бы вам
вас человек на вас или колдует, да, или пытается вот вас приворожить, чтобы вы делали так, как хочет он, мастер своего дела. И первое, да, вот как будто бы человек вас во что-то, вот как манипулируя, зазывая куда-то, но поставит именно на какие-то мысли, думки, и все же интуиция вам подскажет, что здесь что-то не так, потому что здесь человек хочет чем-то воспользоваться. Может даже и слово тело по дьяволу, может даже, да, воспользоваться как-то именно вашим каким-то ресурсом определенно. Или же воспользоваться даже вот момент мошенничества, какого-то хитрости, обмануть вас на деньги. Вы не дадите, вы поймете, то есть вы прокусите человека, скорее всего. Знаете, а будете думать, а вот он мне так понравился, этот мужчина, этот человек. Так, давайте посмотрим еще так. Что скажут вам карты? Вау, тут просто красота. А в центре солнце. Здесь вот смотрите, у вас будут водить окольными путями на самом деле к какому-то достижению. Все же вы придете к какой-то мечте своей. А здесь момент может даже и роскоши быть. Вот как роскошно жить. Чисто пожить по-королевски. Хочу, почему бы и нет, да? А вот мне предоставилась возможность, и я буду жить по-королевски. Да, окольными путями, сложными путями, через какие-то проверки вас, через страхи даже. Будете, знаете, вот в чем-то будут даже вот как подтрясываться ноги перед каким-то выбором, да, все же. И будут какие-то сомнения, идти, не идти, или менять место жительства или нет, менять работу или нет. Знаете, вот встанете на перепутье, но будет предложен вам шанс. Будет предложена какая-то возможность, которая перед вами может стать дилеммой. Или вот кто-то вам скажет, да, Наташ, давай уже, переезжай там, да, или переходи к нам туда работать, или у нас там классно, или еще что-то, да, давай, двигайся, собирай чемоданы, уезжай, или бросай что-то, или кого-то. Вот тут вы, знаете, вот страх имеет место быть, да, такое сомнение. Вот страх плюс сомнение, вот какой-то, а вдруг вот это вот... Хотя человек вообще, иногда вы, бывает, наплевательски в плане идете к цели, не видите препятствий, не боитесь ничего. Иногда бывает не то, что рискуете, а просто не глядя идете, не включая вот это вот сомнение какое-то. А здесь именно у вас вот включится, знаете, какой-то, кто-то, может быть, рассказывал вам о чем-то, и вы вот на этом примере можете думать, что может быть так. На самом деле... Здесь ситуация очень красиво выходит, но, я говорю, будут все же какие-то сложности. Это не будет легко, но здесь еще момент идет обучения, да, то есть почему не будет это даваться легко, солнышко, эта радость? Потому что ты еще чего-то не знаешь, что нужно изучить или доучить. Это могут быть книги, литература, что угодно, коучи, курсы, информация в целом. Но когда, да, момент изучения вам будет даваться очень легко. Но опять-таки будут мысли, надо ли оно мне, принесет ли оно мне что-то касаемо финансов. Да, принесет. Принесет, кстати, еще и добавит к этому какой-то мудрости. Здесь еще может быть ситуация к вашей цели сложится таким образом, которая преподаст вам большой урок в жизни, который вы, может, запомните навсегда. Или будете придерживаться определенных каких-то правил благодаря данному опыту. Здесь вот, знаете, карты говорят и информацию, и вот сразу из потока идет слово «серьезно».
Серьезно, я бы сказала, к этому нужно будет подходить, правда же, серьезно, осмысленно. И здесь долго перебирать не нужно. Не нужно. Здесь нужно скорее больше положиться на интуицию и почувствовать, что первое сказало ваше сердце. Да или нет. У вас вообще, я скажу, очень такое, знаете, вот начало положено красивое, да, но здесь вот показывают все же, может быть загвоздка в деньгах. Или еще здесь у кого-то может произойти так, что задержался поезд, да, вот как дорога приостановлена или отложена. Когда вы понимаете, что вам надо идти, ехать, но вот вас как-то это все откладывает в сторону. А вам надо действовать. И знаете, здесь еще момент, вы, возможно, сейчас можете находиться в какой-то дилемме, в каких-то вопросах сомнительных касаемо финансов. И не только, может, финансов, здесь могут быть и отношения, чувства. Но вас уже подбивали, легко причем подбивали, подсказывали, да, что надо делать. А вы, возможно, этого или не услышали как-то, вот, то есть услышали, но вот оно как-то как сквозь уши, да, вот как-то легко так прошло, и вы как не услышали, или как будто бы не слышали, или не восприняли всерьез. Но здесь шла такая информация, которая вас вот как побуждала к каким-то действиям, типа оставляй, бросай, уходи или меняй, но и, может быть, несколько раз повторялось, или один и тот же человек несколько раз вам одну и ту же информацию говорил, а вы не восприняли, или да, потом, и вот как-то забыли. Это, знаете, как самая первая фотография в телефоне, скорее всего, да, до которой уже никогда не доберешься. И вот тут же так же с этим чем-то. И вот сейчас момент, я говорю, будет момент какой-то, когда вас, может быть, немного понервируют или даст место переживаниям из-за того, что спохватитесь все же это делать. Потому что вам уже говорили, вас о чем-то предупреждали высшие силы. И вам предоставится, скорее всего, такая ситуация, когда придется вот или поторопиться уже, или же принимать конкретное решение. Но оно уже, знаете, будет принято как в последний вагон, понимаете, в попыхах каких-то. Тут что-то вас с одной стороны останавливает, с другой стороны двигает. Такое чувство, как будто бы вами на самом деле кто-то имеет над вами власть или манипуляции. Знаете, это вот такие же манипуляции по типу вот кому ты нужна, ты уйдешь от меня, и кому ты такая нужна. А у меня их будет еще 50, да? А вы начинаете воспринимать это всерьез. И начинаете копаться в себе, что же со мной не так. Причем вы королева, да, около вас что-то такое мелкое. Понимаете, неважно, пажи это, то есть или незрелые какие-то мужчины, в целом, может, и люди, и женщины. Но они не правы в своих суждениях. Да и вообще, судить не есть хорошо. Рассудить может только Бог. Сам судья, батюшка, Бог. Что скажут карты? Ага. Думает о вас какой-то мужчина, причем с теплом к вам относится. Или желает вам всего самого наилучшего в этой жизни. Или пытается, может быть, как-то улучшить вашу жизнь. Или же хотел бы, да, именно каких-то... То есть отношений, но начать это с чего-то такого теплого, приятного, мягкого. Может, знаете, такой романтичный сюжет. Сначала, да, а потом
чтобы это переросло во что-то серьезное, вплоть до того, что рождение детей, создание семьи, а вы этого не хотите с этим мужчиной. Или же, да, вы не обращаете внимания на этого человека, а человек держит к вам именно искренние, теплые эмоциональные чувства. Может даже в какой-то степени быть слово «любовь», но это уже слишком глубоко, да, слово «любовь». Здесь скорее вы приятный человеку, вы нравитесь человеку. Человек испытывает к вам какие-то такие теплые эмоции. Здесь человек, может быть, говорит или какими-то пословицами, или же стихами. Может, человек сочиняет стихи. Очень много фантазирует, чувственный, романтичный. Знаете, вот для него даже бывает какая-то мелочь намного дороже, нежели что-то материальное. Какой-то миг определенно, какие-то вот, да, такие детали. И вот он в вас разглядел очень много деталей. Особенно это касается вашей характеристики. Харизматичный, кстати, мужчина. Он может быть, да, где-то быть около. Или же у кого-то может проиграться, что человек в вашем коллективе. Или в вашем сообществе. Может быть, это ваш поклонник. Но у человека есть к вам теплый интерес. Да, вот человек, может быть, даже хотел бы с вами познакомиться или узнать вас получше, поближе. А тут у человека, знаете, вот как будто бы есть ваша фотография. И вот знаете, как будто бы вот человек смотрит на фотографию и что-то вот как своими словами, да, что-то проговаривает, что касаемо как бы, понимая, что это может сработать, зазывает вас. Может, даже вот как по типу аффирмации, но он не умеет этим пользоваться в плане аффирмации. Он не понимает, что это аффирмации могут быть. Но человек что-то делает, именно момент практик. Или смотрит на ваше фото, да, и что-то говорит. Но, может, он не понимает, что это что-то такое, да, магическое. Но вот как-то, как будто бы вас зазывает. И когда происходит это, вы можете, знаете, вот, например, спотыкаться, икать начинать или захлебываться водой. Да, у кого-то здесь может быть резко и внезапно, вот как голова начинает в виски болеть. Человек может на самом деле очень как-то влиять на ваше состояние, причем он не хочет как-то нарушить ваше состояние здоровья, там, ухудшить в плане, да, что-то сделать магически. Нет, человек вас притягивает к себе. Он к вам хочет, а вы не хотите или же не обращаете внимания на человека. Человек где-то рядышком. Вы можете замечать его какие-то, например, не то чтобы, ну, может и поступки, а может быть именно знаки внимания. Но опять-таки здесь показывает, что человек, скорее всего, вас еще пока точно полностью не знает или знает как-то частично. У кого-то здесь проиграется вот именно момент через интернет, да, или наблюдение через интернет. Хотя он знает вас и в жизни. Здесь могло быть общение, или человек что-то хотел, делал какие-то в вашу сторону шаги, предпринимал действия, может быть, или шаги, или, может быть, пытался с вами заговорить, но вы вот как-то прошли мимо. Но человек в какой-то степени, знаете, вот такой упертый, напористый по отношению к вам. Он все же держит к вам дорогу. Да? То есть будет еще какое-то проявление с его стороны. Он не хочет сдаваться, он не хочет, чтобы, знаете, вот вы кому-то достались, да, или вот видеть вас с каким-то другим человеком. Здесь в какой-то степени может такая легкая ревность быть или же разочарование. Он не хочет потерпеть этого разочарования. Но вы ему очень приятны, как женщина. Вы можете быть даже и замужней,
в замужестве, но есть человек у вас, знаете, что, который хотел бы с вами именно чего-то такого серьезного, серьезных отношений, вплоть до брака, совместного проживания, может, а даже и рождения детей, создать семью с вами. Так, что еще скажут карты? Около вас вьются интриги. Здесь какие-то аргументы, кто-то вот именно говорит какие-то факты о вас, а кто-то делает о вас выводы. Причем, что самое интересное, вам эти люди не нужны. Не нужны они вам. Но зная вашу характеристику по портрету, что вам плевать. И правда же, вам плевать. А вот людям не плевать. Здесь люди смотрят еще на вашу характеристику именно, что вы такая высокомерная, холодная, да, в какой-то степени даже вот могут сказать она стерва, мегера, да, вот какие-то такие слова. Или же, а здесь момент с вашей стороны идет о какой-то пунктуальности и границе, о какой-то даже вот научу же вас культуре, да, даже своим молчанием и просто своим поведением, чтобы вы понимали. Да, кому-то вы утерли нос, и кому-то это может даже не понравилось. Кто-то злится и считает, что вы, знаете, возомнили о себе. Могут так сказать именно, что подняли нос, но высоко задрали нос. То есть самооценка ваша выше крыши, выше неба. Здесь какие-то тайны могут быть за вашей спиной, сплетни, да, когда вас, может быть, очень хорошенечко обсуждают. И вы знаете, здесь спорят даже у вас, что вы такая, нет, она не такая. Да, и здесь вот начинается какой-то диалог, какие-то факты. Каждый предоставляет друг другу какие-то факты. Нет, я видела, да, что вот она вот так вот со мной. А другой человек скажет, нет, она мне когда-то и помогала, да, или она мне помогла. То есть также может быть, что человек кто-то говорит о вас, но кто-то внутри это думает и не согласен с чем-то. Тут спор о вас. Здесь могут говорить, что вы распутная, изменяете, неверная. Да, и скорее больше, знаете, это идет от зависти людской. Вы выглядите или моложе, или круче, да, может, одеваетесь лучше, ярко одеваетесь, или вот именно как вишенка на торте. Или же, да, она ничего не делает, но она сидит лучше, в лучшем кресле. А я вот стараюсь, пашу тут еще и такая я вся молодец, но в моей жизни все хреново. Да, вот так могут думать. То есть здесь какая-то зависть может быть. Причем это, знаете, разговоры-то о вас идут в основном часто. В какой-то вот, может быть, пьяной тусовке или где люди расслабляются. Да, но здесь дело идет не до расслабления, а до какой-то агрессии. Здесь люди под дьяволом ходят. То есть люди, которые несут в себе негатив, или же люди, которые склонны к обману, или же склонны к манипуляциям каким-то, да, к обсуждениям именно негативного характера. То есть люди не могут о чем-то таком святом и светлом, да, вот тут они, знают, вот чернухой поливать, да, или же может моменты вранья быть, когда люди врут. Это неправда, да, что касаемо вас. Вы находитесь в стороне от этих людей, то есть или не опускаетесь на их уровень скорее. Умеете даже и постоять за себя, поэтому здесь есть какая-то вот определенная защита у кого-то, да, кто-то вот чем-то защищен, но он не боится, а может быть кто-то очистился и так далее.
помогут вам открыть какие-то дороги или направить вас. Я говорю, через мужчину будет какой-то путь. Вас мужчина подтолкнет, как лодка. Да, вот стоит она почти на берегу, но почти на 80% в воде. И вот кто-то эту лодку подтолкнет, и лодка поплывет. Также это с вами связано. Сейчас вот до вас это не доходит, дойдет до вас скоро эта информация. Дойдет. Да, вот именно этот расклад, когда вы почувствуете, что вот оно, случилось, наконец-то. Получение. Кто здесь хотел вот познакомиться, да, все, или знакомился да не те, все же придет тот. Кто находится в паре в отношениях, здесь вот момент, когда мужчина будет проявлять к вам интерес, да, или мужчина будет вкладываться в вас. Человек не хочет вас терять. Но может быть еще ситуация, что вы можете прикинуться, что вам плохо, да, или какая-то ситуация, может быть, создастся, когда вы поймете, что человек помог вам, протянул руку. Да, сидел себе на диване всю жизнь, а тут решил встать и забить гвоздь в стену, дабы повесить часы, которые уже 10 лет никто не мог повесить. Знаете, вот может быть момент тоже пробуждения в человеке какое-то, изменение с детского вот этого юношеского характера, незрелого, в императора. Все ваши терки перетрутся, или все ваши недопонимания с каким-то мужчиной по любви, по отношениям перетрутся, забудутся. Тут все изменится, будет идти все по-другому. А кто-то здесь, знаете, вот скажет, как отрежет и уйдет. Но оставит после себя что-то на память. Здесь, знаете, идет состояние, когда вы себя будете чувствовать самой счастливой женщиной на этой земле. Да, или самой, вот что-то добьетесь чего-то, вот как я об этом мечтала, я это получила, да, и вот я чувствую себя самой счастливой. И это может быть работа, деятельность или что-то у вас начинает, как у императрицы, все, да, спорится, все дела. И здесь то самое состояние, когда, может быть, вы бились за что-то, добивались чего-то, и вот дверь открывается. Да, все же вы уже, может, об этом и забыли, но тут именно в нужный момент открывается дверь, да, момент названия счастья, дверь счастья. Я вижу ваше довольное, вот именно не просто довольное, а вот, знаете, удовлетворенное состояние. Хотя на сегодняшний день вы можете чем-то быть не удовлетворены, даже психовать. Но я вам говорю, здесь момент радости, потому что вы много скорее переживали за это, психовали, может, даже уже и произносили что-то, да, во Вселенную, может быть, делали коллаж-желания, писали, может быть, в дневник свои желания, что угодно, но вы вот как-то к этому определенно что-то сделали и забыли. Может, вслух даже высказались, может, даже представили себя в чем-то лучшем, неважно в чем, в состоянии, да, или в моменте там изобилия, или в моменте достижения чего-то, в моменте силы, когда вы сильная, если вы слабая. То есть и у вас здесь вот, у меня это получилось, да, я добилась того, о чем, может быть, когда-то давно мечтала. Здесь момент такой радости, и радость может ваша быть в какой-то степени даже детской. Или же тут еще могут быть такие слова от вас сказанные, вот как мелочь, а делает большие дела. Или мелочь, а приятно. Причем, ох, как приятно. Это что-то может быть даже маленьким, или словом сказанным, или нашли вы что-то, что искали, неважно, где, в интернете, дома и так далее, или вообще в целом, может, какой-то ответ. И вы его получаете. Причем
Знаете, вот так, что вы не ожидали, это резко происходит средь бела дня, как говорится. Вы вроде как понимали, какие у вас планы на день, что вы будете делать, но как-то и не подразумевали, что может случиться именно это. Тут грядет какое-то выяснение, конфликт, чуть ли не до драки. Да? Кому-то захочется... Вы умеете вспылить, и вот, скорее всего, у вас вот будет состояние, когда вы вспылите уже, надоело. Надоело. Кто-то вам надоест, или ситуация в целом, да, когда вы скажете, хватит это терпеть. Кто-то психанет и уйдет с работы. Элементарно, может быть, да, я собралась и ушла. Или ушла из отношений, где что-то терпела. Оно, вот знаете, как по одному и тому же циклу ходит и не меняется. Да, вы шли навстречу, да, а там нет ответа, там тишина. Да, или вы просили о чем-то, забей уже полку, забей полку, ну вот, знаете, как будто бы игнорируют или вовсе не слышат. И у вас уже вот окончательно будет принято какое-то решение. Будет о чем попереживать из-за этого конфликта, будет о чем подумать скорее еще из-за этого конфликта. Тут может быть даже ссора, драка, быть где угодно, на работе. Да, не обязательно драка, но вот что-то именно такое скандальное, может быть, да, вот скандал какой-то с кем-то. Хочется даже вам вот кого-то, захочется вам кого-то оттаскать хорошенько. Вот прям, или будете об этом даже представлять. Вот я бы сейчас взяла бы и оттаскала тебя. Да вот как-то так. На кого-то можете тоже злиться. Так, а вы уйдете. Но вы поссоритесь и уйдете. Когда уйдете, у вас резко поменяются цели. Я хотела переезжать, но я надумала не переезжать. У меня резко изменились планы. Планы на вас, планы на тебя и так далее. Потому что, вы понимаете, вы цените себя. Вы цените уже так, знаете, именно мудрость себя, что вы понимаете, что если меня что-то раздражает, я должна брать оттуда и уходить. Может, раньше еще как-то терпели или просто закрывались. Но сейчас вы будете уходить. А уйдя, вы обретете. Уйдя, вы обретете или нарастите. Здесь карта звезда. Новая мысль. Вообще ваши мысли, я вам скажу, это и есть инструмент или ключик к вашему счастью. Там есть то, что говорит о получении желаемого. В ваших мыслях есть ответ. Выход из запутанной ситуации. Или решался долго суд, и, наконец-то, вынесен вердикт. Или же, да, здесь может, когда что-то не получалось, начинает каким-то образом получаться. Значит, не дано было, или не в то время, не в тот час. Знаете, какое-то такое состояние. Да, в чем-то будет даже вот как абсурд, будете думать, это же абсурд. Но все же нет. Сама себя обманываю. Тут бы, да, именно, я бы сказала, сходить в храм, купить свечку, зажечь ее дома в спокойной именно атмосфере, когда фитиль догорит до конца. Прочитать молитву столько раз, сколько вам лет, в цикл именно убывающей луны. Тем самым вы проведете чистку. Чистка есть в телеграм-канале. Закреплю здесь. Перейдете через QR-код. Под видео в описании тоже написала именно чистка и защита. Вот можете перейти и посмотреть. Кто по-мусульмански, читайте свою молитву. Столько раз, сколько вам лет. Здесь вот как сейчас, да, звоночки. Кто даже чистился, звоночек, да, почистись и еще почистись. Потому что есть в вашем окружении
те, кто угнетает вашу обстановку вокруг, те, кто не желает ничего лучшего, те, кто именно завидует, несут в себе определенно какое-то вот такое негативное состояние, и как будто бы, да, вот даже тем состоянием раздражает вас, у вас могут появляться, да, вот какие-то негативные эмоции, даже сами не понимаете от чего, вроде как все хорошо. Или же, да, чувство вот какого-то переживания, что вот-вот что-то случится, хотя вроде бы как все-то хорошо, все спокойно, все заплачено. Еще есть вот такой вот черный агат. Этот камень можете приобрести на просторах интернета, где угодно. Данный камушек носить с собой в кармане, куда бы вы ни пошли, особенно на какие-то важные встречи или особенно туда, где будет много людей. Даже дни рождения, праздники какие-то, да, даже когда момент свадьбы или у вас лично есть свадьба, держите в своей сумочке черный агат. Всю зависть, злость, весь негатив он забирает в себя. Он снимает, он защищает. Он именно, вот знаете, когда вот ваша аура, и когда присутствует данный камешек, она непробиваема, ваша аура. Но раз в месяц хотя бы нужно на убывающий цикл Луны класть данный камень, чтобы Луна освещала этот камешек на ночь. А утром берете его и опять в пользование. Это очень хороший инструмент. Не обязательно он должен быть большой, да. Он может быть, кстати, и на колечке, на кулончике, на сережках тоже. Но регулярно чистите. Он требует чистки. Смотрим дальше. Зеркало хороший инструмент. Тоже его нужно раз в месяц чистить. Его чистят, кстати, или на окно кладут, на цикл убывающей Луны, или кладут в соль. Этот же камень, черный агат, в соль ложить не нужно. Класть не нужно. Смотрим дальше. Будет какой-то момент, когда вот не хватает денег. Или все истратила. Мне не хватает на что-то. И тут даже просить никого не надо. Вы об этом только вот подумайте определенно. Когда все истратите, или убыток у вас, вы только подумайте о какой-то сумме, нужной сумме. И она каким-то образом, она у вас появится. Через нужных людей или через обстоятельства. Нужные опять слова, обстоятельства. Здесь передают слово «ты сильная» по роду. Ты очень сильная. Здесь твои ресурсы использовать надо, а не сидеть с ними. Тут информация пошла от тех, кто не живой. Будет информация идти от тех, кто не живой, родовой. По роду, по маминому роду. Да, ты сильная. У тебя нету барьеров. Ты ставишь эти барьеры в твоей голове. Я вот говорю фразу такую. Нет проблем, они только в нашей голове. Поменяйте мысли, поменяйте ход событий, поменяйте свои пути одни и те же, и жизнь поменяется. Вот вы ходите определенной дорогой на работу, а вот раз обогните там один дом, да, вот привыкли вот так, а тут дом стоит, а вы попробуйте его обойти и вот так пойти. И так ходить начать. Да, привыкли покупать вот это растительное масло, купите другое. Да, а может быть вообще другие продукты, не тех, которые вы покупали. Или не ту марку. Вот так постепенно. Привычки попробуйте изменить. Вы знаете, вот здесь момент, что очень сильно все поменяется. Даже элементарно вот просто дорожку на работу вот эту и обратно вы поменяете. Здесь все очень сильно поменяется. Тут люди будут вас, знаете, вот как на самом деле, может, как момент такого быть, проводники, говорю же, есть такие люди, проводники, которые передают информацию, которые нон-стоп передают, которые вот случайно к вам попали, чтобы передать вам, подсказать, пнуть, как говорится, под попу, дать волшебный пинок. Но тут люди вам, вот одно и то же идет слово такое, одно и то же, будут что-то вот как вталдычивать. Или ситуация одна и та же будет вталдычиваться вам. Вот понимаете, вот как это слово даже вталдычиваться, по-другому это назвать. Добиваться того будет ситуация, чтобы вы услышали эту информацию. Она будет вот повторяться.
И вы поймете, что вот оно, вот он ответ. Тут такая идет, я вам скажу, мудрость. Тут идет такая через мудрость перспектива вашего и внутреннего роста. А тут, да, именно когда человек духовно развивается. Тут человек, когда духовно проникает во что-то. У меня даже складывается впечатление, что кто-то мог не понимать моих раскладов, да, или вот что-то не доходила информация, но потом еще раз переслушивал, например, расклад. Или же прислушивался и, может, потом уже посмотрел в спокойной обстановке и что-то для себя понял. Или даже не мои расклады, неважно, может, чьи-то тоже, да, вот какая-то информация заходила вам, ну вот как-то она мимо ушей, но вы ее видели, эту информацию, ну мимо ушей, а потом уже раз, второй, то есть уже вам стучала, как птичка в окно. Кстати, у кому-то и птичка прилетит на окно. Почему-то уже который расклад про птичку, и сейчас вылетело вот это слово «птичка». Значит, будет какая-то информация, свежая информация. Радостные известия. Птичка прилетит на окно, ждите радостных известий. Ну, это сама и птичка. Понимаете, как? Тут на эту ситуацию, именно радостных каких-то известий, эмоций, да и в целом, повлиять могут и люди окружающие. Вообще даже и незнакомые люди, да, по нулю, которых вы вообще не знаете. А здесь еще момент, что может быть в вашем окружении еще, говорю, глупец или, извиняюсь, тут не то хотела сказать, ну, а может и глупец, да, но человек, который, как сказать вам, глупец, не глупец, он не может отдавать отчет своим действиям, вот так это назовем, по нулю. Опять-таки, да, человек даже может быть безумный, безумен. Понимаете это слово? Безумный. Он не отдает отчет своим действиям. Может у кого-то, да, быть именно человек в пьяном состоянии, выпивший. Но здесь идет слово «правда». Правду узнаете через человека. Или человек вам на что-то, на какую-то правду, например, откроет глаза. А у кого-то идут слезки. Почему вы плачете? Вы знаете, ответы есть. Они у вас. Если вы задаетесь вопросом, где Бог, когда Он мне поможет, или и так далее, ответ у вас внутри. И Бог внутри вас. Здесь кто-то плачет. Знаете, здесь человек вообще в расстроенности, полной расстроенности есть. Вы не плачете. Вы знаете, тут ситуацию, берите все, как говорится, себя в кулак. И попробуйте все сложить как по пазлам. Да, в принципе, я доходчиво говорю, и есть информация из потока, да, которая именно звучит странно, непонятно, но когда вы увидите, вот просто понимайте, что все будет отлично. Да, здесь в принципе, все отлично, и здесь перспективы есть. Здесь есть момент счастья. И даже тот, кто сейчас смотрит и потерял кого-то, да, всех, например, даже бывает здесь и момент такого разочарования, что я потеряла все и всех. И все уже жить не хочется. Вы знаете, вот как ни крути, здесь счастье. Счастье. Вы будете счастливы. Есть момент перерождения вашего. Есть момент другой реальности сейчас. Вы этого еще не понимаете. Но начните во всем видеть тепло, добро, красоту. Вот откройте глазки. Выйдите на улицу. Займите себя интересным делом. И вы увидите, что счастье есть. И перед вами начнут открываться на самом деле такие горизонты, что
момент того, о чем вы думали раньше, что я не хочу жить или я ничего не хочу, откроет вам большее. И вы поймете, что жизнь продолжается. Это не the end, не конец. А я-то думала, понимаете? Вот тут я вам скажу, проведите чистку, ритуал. Это тоже поможет. Проведите практику с аффирмациями. Я счастлива, я в безопасности, у меня все есть. Я благодарна и согласна, у меня все есть. И вы начнете везде видеть ответы. Вы вокруг себя начнете видеть добрых, отзывчивых людей, которые хотят вам помочь. И это будут проводники, это будут те самые ангелы. Подосланные, так это назовем. Подсадные утки, может быть, еще. Да, так. Меня окружают только добрые люди, проговаривайте еще фразу. Выходя из дома, говорите, у меня сегодня счастливый день. И улыбайтесь себе в зеркало. Да, вот и еще есть момент, практика такая, когда заговариваешь духи аффирмациями. Определенно покупаешь новые духи, открываешь их, берете бутылочку в правую руку и начинаете заговаривать. Именно аффирмациями, только аффирмациями. Зарядите их аффирмации. Проговорите их 4 раза. Вот список аффирмаций 4 раза. И все, и пользуйтесь. И вот когда вы ходите из дома, вы не знаете, что сказать, или забыли, или у вас нету под рукой листка, где вы писали аффирмации. Подухаритесь этими духами, но вы понимаете, что это волшебные духи. Никому эти духи давать нельзя. Духариться этими духами тоже никому нельзя, кроме вас. Это ваши духи. Потом можете отписаться под любым видео в комментариях, что у вас произошло. Это, кстати, очень хорошая практика. Все мои духи заговоренные, которые я имею, поэтому никто к ним не прикасается, прячу их в полочке. Вот эта практика работает, это хорошая практика, это уже, я бы сказала, эффективная практика. И вот сами увидите, что происходит. Купите даже недорогой флакончик. Но смотрите, здесь еще идет момент духи. Парфюм. Да, это не должна быть туалетная вода, это должен быть парфюм. Пусть это даже маленькая бутылочка, но это должен быть парфюм. Бывает, пишут туалетная вода, вам надо парфюм. Есть еще парфюмированная туалетная вода. Это не то. Именно должен быть парфюм. И де парфюм. Вот так вот пишут, да? Так. Так. Да, здесь кто-то в унынии сейчас. Достанем еще карты. Что хотят вам сказать карты? Кто-то переживает, что что-то не получится. Здесь момент какой-то расстроенности, неуверенности в своих силах, что вы с этим это свладнете, что у вас это получится. Почему так? Почему? Применяйте еще практики. Вот я каждое почти видео, да, предлагаю какие-то практики, причем элементарные. Это даже не таблетку выпил, и все прошло, но все же потом вскочило что-то другое. Понимаете, это таблетки. А здесь именно идет момент того, что вы не делаете ни черное, ни пакостное, ни во вред кому-то. Вы проговариваете аффирмации, или вы делаете чистку, и вы видите, как ваша жизнь меняется. Кто это сделал, тот уже почувствовал, я знаю. Да, и многие еще пишут в комментариях. И вы тоже поделитесь. И кто даже пользовался, но промолчал, ну поделитесь, не пожалейте. Это в благодарность Вселенной, понимаете? Тем самым люди тоже читают комментарии, они видят, как это работает, и стоит ли это делать. Ну, хотя, я бы сказала бы, не сомневайтесь. Когда вы делаете такие дела, вообще сомневаться нельзя. Иначе это не сработает. Говорить нельзя. Кому-то рассказывать, что вот я делаю, да, делала практику. Вы можете сказать, что это хорошая практика, но не говорить, что я делала вот вчера эту практику. Нет. В целом, да, можете сказать, что это эффективно, я пробовала ее, она работает. Но если вы скажете, что я вчера делала, или позавчера, или на прошлой неделе, не нужно об этом говорить. Любую практику, будь то даже черный ритуал, будь то белый ритуал, будь то это аффирмация, будь это коллаж желаний, что угодно. Не нужно об этом рассказывать. И самое главное, в это нужно верить. Если вы не верите, у неверующих не работает.
Или, да, бывает, люди сделают и думают, ну, попробуем, посмотрим как-нибудь, но я в это не верю, но сделаю. Да, вот тогда оно не будет работать. Вы должны в это верить, что это 100% работает, это получится. Здесь момент идет, что что-то и реально очистится, уйдет навсегда по башне. Вы знаете, здесь еще момент такого, что на ваших воочию глазах вы увидите чье-то разрушение. Разрушение будет того человека, который вам, вот знаете, вот с косой вот этой гадил. Да, и еще момент того, что вы отсечете этого человека, то есть уйдет из вашей жизни этот человек. А у кого-то на глазах, да, или кто-то узнает о смерти какого-то врага. Именно, да, человека, который плевал в колодец. То есть дружил с вами, но пакостил. Или же, да, именно был заклятый враг. Тут показывает что-то черное, черное, черное. Может, человек занимался чем-то черным. Черное, черные тучи. Может быть, плел какие-то интриги или имел о вас негативные мысли. Презент. Подарок судьбы. За боль. За вашу боль. Слушайте, вот у кого-то на самом деле здесь такое, здесь шипы, острые боли были. Вас вот знаете, как били. Кого-то, кстати, в детстве здесь били. Больно били. А кого-то жизнь била, постоянно била. Терпели что-то. Но это закрывается здесь звезда, здесь вот как озарение на что-то. Глаза открылись, поняла для себя. И понимаете, тут вы понимаете, что, знаете, такое вот глубокое здесь идет, что есть все же тот свет, как я сейчас говорила, вы вот переживаете. Есть тот свет в конце тоннеля. Дорогие мои. Тут опора у вас, сильная опора, стабильность. Здесь закрываются какие-то, знаете, сложности и гештальты, проблемы или борьба с чем-то была, которая цветами закрывается. Борьба какая-то была, которая... Даже у кого-то вот были фобии какие-то, которые, вот знаете, рассасываются. Я даже бы сказала, может помочь вам вот именно с фобией бороться, может помочь и чистка. Да, есть определенные практики, которые помогают бороться с фобиями, но также чистка может элементарно вам помочь избавиться от каких-то страхов. Вычистить по букету. Причем здесь, знаете, вот почувствуете на самом деле после какой-то практики, какого-то ритуала, знаете, такую как стабильность под ногами, опору. И здесь кто-то, на самом деле, на что-то откроются глаза, во что-то поверите и будете, может это даже чистка, может это даже какая-то практика, да, вы будете это использовать еще раз, возвращаться к этому, потому что вам это понравится, это работает. Сработает. Здесь момент вашей такой одухотворенности еще идет. Духом воспряла. О, здесь рост, здесь враги. Кстати, кто-то на вас злится и пишет вам сообщение с каким-то таким хитрым подтекстом. Это может быть и родственники. И еще здесь момент укрепления каких-то старых связей, может быть. Или вообще в целом, да, укрепление чего-то. Дружбы даже. Или долго мы с ней продружили, да. Вспомним это. Или, может быть, вы кому-то напомните, или вам напомнят. Слушай, мы с тобой уже дружим столько лет. Да, это крепкая дружба. Угу. Слушайте, у вас тут идут сообщения, но сообщения от кого-то, кто хитрит, не договаривает,
лицемерит. Но это, знаете, вот для чего? Для того, чтобы вы рассказали о чем-то, вывести вас на чистую воду, рассказали о чем-то или поделились каким-то секретом своим. Да, вот кто-то вот будет у вас вот так вот, ну, хитро заходить. Вы будете защищаться, браниться от этого. Вот, знаете, нет. Или не отвечать. Или уходить от ответа. Мужчина здесь еще выходит, подождите. Это уже другая история. Здесь именно деньги. Опять идет информация, что через мужчину будут какие-то деньги. Или же мужчина даст вот вам, знаете, направление на достижение чего-то материальное, идет деньги. А кто-то услышит о беременности, что кто-то забеременел. Или новость, может быть, она беременна. Или, а у нее дети, а ты не знала? А вы не знали, что у кого-то дети. Вот так. Я говорю, то зря печалились. Здесь улыбаетесь. По крайней мере, здесь, вот знаете, как все же вы пришли к какому-то балансу, комфорту. Чувствую себя в безопасности, в спокойствии, уюте. Когда все чаши наполнены, момент радости. Знаете, вы еще вот такой человек, который всегда скромничать может, да, там, например, у меня мало, но у вас много. Или же момент, да, такой, когда вы скрываете именно от людей какую-то информацию, связанную, что у вас что-то есть, или вы получили, но вы это скроете. И правильно сделаете. Не надо. Да, счастье любит тишину. Деньги любят тоже тишину. Вам нужно меньше, да, говорить о деньгах, о финансах, потому что есть оборотни в вашем окружении, да, и какая-то лесть, вот именно хитрость. Вам нужно остерегаться. Лиса, змеи. Да, еще сюда бы крыс, но это вообще была бы комбинация. Но здесь уже, да, об этом говорят, что нужно деньги скрывать. Потому что люди такие готовые, вот, знаете, на чужое и готовы вот кого-то разорить. Но еще здесь, я говорю, заход будет какой-то вытягивать с вас, будут какую-то информацию. Вы вот что-то знаете, и люди чувствуют, что вы это знаете. Ну-ка поделись, а ну-ка расскажи, да, вот как-то так хитро. Причем заходить будут с такого ракурса, что мы не за этим пришли. Мы пришли попросить у тебя соли. Да, тут вот чай попить и пошло-поехало. А как это ты так умудрилась, да, купить себе такой шикарный дом? Вот как-то будут выуживать информацию. И тоже это может или касаться денег, или вот каких-то вот что-то вы знаете, знания могут быть какие-то, или информация. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был на сегодняшнем раскладе. Желаю всем добиться всего самого наилучшего. Желаю всем прийти к той самой цели, к которой вы стремитесь. И желаю всем все же убирать негативные мысли, а думать только о позитивном. Потому что у вас уже, да, и есть перспективы, у вас уже есть ответы. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.